Макдональдс, Хамсер новости. Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Я еду на рынок, но и беру вас с собой, хоть у меня рынок был недавно, но сегодня еду на рынок, и я с вами каждый день, поэтому поедем с нами. Еду с сыном, утро ранее, еще нет 7 часов, ему нужно на работу, до работы. У меня небольшой заказ, и дома кое-что нужно купить. Так что поедемте со мной. У нас сегодня холодно. Вчера такой сильный ветер был. Моросит. Не знаю, будет ли снег или нет первый. Сегодня 1 ноября. Последний день осени. Ну и поедем со мной. Dinin yedəxi yozır Larxım boluş dolaşsi Hamsır dəxi yeholi bir Sed qasir da homa bir Vonajlar qamış tabihi Tigr mojmal xalıvo Xila irazi حمسر داخلي غالغيدين الضاخشكو لون جلات طامش تبيحي تقر مجمل حلقو خيلا إرزي حمسر داخلي غالغيدين الضاخشكو غلغي بولش ميرم نوانوي ديجاج غوزدا لقلوا مش ارزش تتيرم مسسينوش حادو حدا ونجلات مش تبيحي تقر مجمل حلقو خيلا إرزي حمسر داخلي غالغيدين الضاخشكو لون جلات مش تبيحي تقر مجمل حلقو خيلا إرزي حمسر داخلي غالغيدين الضاخشكو Где ж москаля? 2 200. Çok. Maske de istiyorum. Şit yakın götürürüz. Bu tezi 2 300 opto nakşılı. Bu kaşkuli opto. Оптом 2-300, да? 2 300. Я глянь. Так. Еще нет 7 часов, а мы на рынке. Ne güzel yapmış. Hayır. Ya git, işte bak ki. Kudye хаву, ya мультимята. Кудye хаву? 380? Я людей не снимаю, не беспокойтесь. Ой, а Патрушка, я приехала. That's right. That's сюда, Что товаром? 380. 420 сар лёха цана хош год уже. Соня.
килограмм 100. Не, там кило 600, кило 700. 100, да? Да, вот это топ. Ну, здесь хорошие. Где крылышки? 180 там крылышки, 180 у меня хорошие. А малина почем больше? Полкилограмма ходить? Заходи. Спасибо. Помидоры в какую цену зеленые? Это ящик 1000 рублей, это по 30 рублей. Огурцы? Огурцы 65. Свежие. Гранат 100, да? Первый корм есть. Какую цену груша ваша? 100 рублей. Ну, груши хорошие. Оптом бьешь ее? Тыква в какую цену? 50. Валя, زي تكوى الحاجة ندير سمشتي سوم يابك يوتيوب سينما كلاس يلا باقي يا غلالي Мушмула в какую цену у вас? Что? Мушмула в какую цену? 100 рублей. А гранат? Гранаты 65. 65? Да, да. Оптом, да? Вот первый человек, который написал на весь товар ценники. Это 75 оптом. У меня возмущаются, почему у вас ценников нет. Видите, какой примерный продавец. На всем товаре ценники. Я говорю, красавица. Василек, какую цену у нас? 100 рублей. Почему так дорого? Сейчас килограмм 100, килограмм 700 рублей где-то. Слива в какую цену у нас? 150. А такая? 80. Белая, да? А малина в какую цену, не знаете? А горький перец какой цену? Сколько? Горький. 130. 130. 130. Пекинка. Так, настолько рано и, ну, не настолько рано, конечно, просто из-за того, что дождь.
Сегодня мало. Ты здесь садись, там нормально. Uzakta gel bak böyle Доброе утро. Сколько перец? 110. Гранат какой цены? Доброе утро. Granat, koz granat. Yağlık tun, koz granat. Надо шикр как. Щикр гранат, да? Diğer şikr как. Любой. И сколько такой щикр гранат? Сколько стоит? Hayal güzel. Yağlık tuma. Яхтум, да? Yağlık tum. Yaktım ama çavuz. Vezde istum stoит, а yağlık tum yaprağı. Молодец. Если щекр еще и яхтум, это вообще хорошо. Спасибо. Что продали все. Доброе утро. Как у тебя там дела? Тыква почем твоя? Тыква 40 рублей. Хорошая? Хорошая, хорошая. Ну, местная вроде 80. У тебя этого нет? Василька нет? Василька, у Алика спросите. По-моему, сегодня. كم فديحة Gaz PDF müşterimiz canım. морковь Müş optimiyesun, müşterisun. кило. Kilo Мело 30? Ну вот, мои дорогие, я уже приехала с рынка. Только 8 часов утра уже, я уже все успела и купить, и приехать. Короче говоря, вот мои небольшие покупки. Как видите, много зелени. Это я буду снова делать абхазскую аджику, пока есть такая зелень шикарная, дешевая. Хотя базилик стоил сегодня очень дорого, 50 рублей пучок. Но вот это вот все я купила очень дешево. Получается по 4 пучка на 100 рублей. Вот. Базилик у нас он, василек, кинза, петрушка и с укропчиком. Короче, купила огурчиков немножко на салатик, помидоры, правда, дороговатые, 100 рублей за килограмм, вот такие мелкие, покрупнее были 130-150. Огурчики за 60 рублей. Пекинскую капусту купила, 60 рублей килограмм, по-моему, точно не вспомню. Баклажаны купила, еще есть недорогие, 50 рублей, это недорого. 40 рублей кабачки купила цветную капусту. В этом году у нас цветная капуста и брокколи вообще на рынке не было. Дороговатые, 200 рублей за килограмм. Представляете, в этом году, наверное, нет урожая. У меня у самой не уродилась ни цветная капуста, ни брокколи. А всегда у меня хороший урожай. Бывали именно вот капусты. Но в этом году вот как-то так. Нет у меня ничего в огороде. Курочку купила, видите, какая огромная, выбрала большую. Были поменьше, по 380 были, по 420 были. Эту я купила за 450. У меня заказ, купила вот такую вот большую, как вы видите. Потому что на заказ все-таки нужно побольше. Купила мясо. Тут на косточке, ну, есть кость такая. 430 рублей за килограмм, на 2 300 было мясо. Так у меня закончились кулечки, купила, кориандр молотый, приправы для курицы, пакетик чая. Так, чай в пакетиках иногда бывает нужен. Сливу купила, я очень люблю сливу, 3 килограмма по 100 рублей. Было, правда, по 80, но она была мягкая, невкусная, вкусная, наверное, но мягкая. А это так, крепкая, я люблю, чтобы крепкая была. Купила в этом году фейхоа, тоже небольшой выбор, обычно было очень много, 150 рублей за килограмм. Купила 2 килограмма фейхоа, 2 апельсина и 1 лимон. Будет у нас такое варенье. И купила вот такой вот болгарский перчик, острый перчик, тыкву и красный лук немножко. Болгарский перец был по 100 рублей, острый тоже 100 рублей. Тыква 40 рублей за килограмм. Ну вот как-то так. Вот такие у меня покупки на сегодня.
Ну вот, мои дорогие, я вам показала, что я купила. Так, и эта покупка мне обошлась 7 тысяч. С мясом, с курочкой, со всем этим 7 тысяч. Конечно, раньше бы на эти 7 тысяч можно было бы много чего купить. Он дикий, никак не могу его приучить. Прячется под этими, то под печкой, то под комодами. Маленький котенок зашелся, который у нас, у меня кошка там во дворе чужая ходит. Ну, вот так, уже можно сказать, моя, 2 кошки. Один котенок остался от них. Пока еще не привыкает. Зашел, прячется там, выходит, немножко покушает и бегом обратно. Поймать его тоже не получается никак. Так, ну вот, друзья, сегодняшний я свой влог, наверное, закончу. Дальше мне нужно заниматься своими делами, приготовить завтрак. Завтрак я не буду показывать, потому что это банальная каша. То уже сын поел яичницу, ушел. А там, по ходу, посмотрим, что я буду снимать. Это будет уже в другом ролике, потому что у меня сегодня заказ, как я сказала. Сейчас быстренько замариную курочку. Но это все, наверное, я вам по ходу буду показывать. Потому что, как получается, я уже даже 2 ролика в день снимаю, вы это видите. Поэтому вот как-то так. И многие довольны, многие пишут, что им нравится, что я чаще выхожу. В личку очень много людей выходит, очень много, действительно очень много людей выходит в личку. Что-то спрашивают, что-то как-то благодарят, интересуются, просто благодарят, просто общаются. И мне это очень приятно. Большое вам спасибо, друзья. Есть, конечно, немножко и неприятные комментарии, хотя я знаю, что вы не любите этих комментариев, ну, когда я говорю о комментариях. Но, тем не менее, просто я сейчас ничего не буду говорить. Единственное, что, если меня они смотрят, они поймут, что у меня не кулинарный канал, у меня влоговый канал, у меня канал разговорный, который я открыла, чтобы общаться, чтобы у меня было общение с моей стороны, общение с вашей стороны. Я понимаю, что 98%, если не все 99%, по комментариям, по крайней мере, это нравится. Ну, кто не пишет, кому не нравится, может быть, просто не пишет и не заходит. Это, конечно, намного тактичнее, чем писать, что вот вы много разговариваете, и там есть какой-то канал, они вообще не разговаривают. Ну, я знаю, что есть и такие каналы, но я веду, как я могу, ну и, наверное, как я хочу, по идее. Поэтому, не знаю, мне бы не хотелось, чтобы так писали, мне указывали, чтобы я молчала. Я же не указываю никому, да, как и что вести, что делать. Ну, не нравится просто. Если не нравится, что я разговариваю, знаете, что я разговариваю на канале, и, наверное, лучше меня не смотреть. Ну, конечно, я понимаю людей, ну, это один человек, он поймет, что мне писал, она писала на чеченском языке, это к ней. А так, конечно, я понимаю, люди, которые зашли по названию, там, тесто или еще что-то, а я долго разговариваю и не показываю, это я их понимаю, простите, пожалуйста, просто действительно я не кулинарный канал, извините, что у меня много разговоров, их я понимаю, да, они зашли, чтобы посмотреть тесто, а я долго-долго говорю, это понятно. Ну, в принципе, пускай пишут, пускай и так пишут, но опять просто я сейчас донесу, что я разговорный канал, можно сказать, влоговый канал. Я показываю свою жизнь. Никого не учу. В принципе, я никогда не думала, что у меня чему-то можно научиться. Вот это точно. Хотя вот даже многие пишут, мне даже неприятно бывает, ну как неприятно, неудобно бывает, что вот я намного старше вас, но чему-то у вас научилась. Хоть маленькому, хоть чему-то у вас научилась. Мне это очень приятно. Я сама всю жизнь тоже учусь. Многому учусь. И у вас учусь, и у других девочек учусь. Например, у меня группа есть, вот именно наших своих местных женщин, которые, ну, я еще вам говорила, мы занимаемся, чем я занимаюсь, да, продажей полуфабрикатов и готовой еды. Вот несколько, наш человек 10, может быть, чуть больше. Вот много чего они пишут, я у них беру, они у меня берут. И эта жизнь такая, мы всю жизнь должны чему-то учиться, чего-то у кого-то брать. Поэтому мне приятно, когда пишут, и звонят, и говорят, что хоть чему-то у меня научились. Мне это очень приятно.
Я рада этому. И огромное-огромное вам спасибо еще раз всем за ваши комментарии, за ваши лайки, за ваше общение. Так что будем продолжать. Ну, по крайней мере, в принципе, я еще не такой уж продвинутый блогер, чтобы все знать, все уметь. Потихонечку будем учиться. Я надеюсь, все будет хорошо. Алхамдулилlah, все будет хорошо. Если кого-то обидела, извините. Если не так что-то сказала, тоже извините. Но иногда, вот, когда несколько, 5-6 комментариев неприятных в день приходит, иногда, конечно, срываешься, но потом понимаешь, что сабр – это самое лучшее. Нужно перетерпеть, нужно не идти на поводу у тех, кто тебя провоцирует. Но иногда, конечно, нервы сдают, особенно когда что-то еще происходит помимо этого. Все мы люди живые, так что, если что, извините меня. Ну вот как-то так, друзья. Дальше мы продолжим в следующем влоге. Всех благ вам, мира и благоденствия. Будьте живы и здоровы.